Салем, достар! С этого урока вы узнаете про мягкие и твердые гласные звуки казахского языка и про особенности звука У. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать мои уроки и чтобы я дальше могла для вас снимать видеоуроки. Дауысты дыбыстар, гласные звуки. Это у нас А, Е, О, Ө, О, Ö, И, У. Гласные звуки в казахском языке делятся на два. Жіңішке дауысты дыбыстар, мягкие гласные звуки. Жуан дауысты дыбыстар, твердые гласные звуки. Жіңішке дауысты дыбыстар, мягкие гласные. Это у нас Е, В, Ö, И, У. Последние два звука, почему я взяла в скобки, расскажу попозже. Примеры. Салем. Привет. Обратите внимание, первый слог у нас Са, там мягкий звук во втором Е. Дальше әке, отец, өзен, река, кілем, ковер, үлкен, большой. Во всех этих словах мы видим, что гласные звуки, все они мягкие. Значит, это слова, мягкие слова по произношению. Теперь рассмотрим жуан дауысты дыбыстар, твердые гласные. К ним относятся А, О, О, И, У. Примеры. Асхана, столовая. Обратите внимание, здесь три слога, и во всех слогах у нас твердые гласные. Орындық, стул, тоже так же. Ыдыс, посуда. Озон, длинный. Теперь рассмотрим звук И, У. Эти звуки могут быть у нас твердыми и мягкими гласными. Гласные звуки У, И могут быть в сочетании с твердыми гласными твердыми, в сочетании с мягкими гласными мягкими. Пример. Суық, холодный. Первый слог у нас Су, второй слог Ық. А мы знаем, что звук оно у нас твердое. Поэтому в этом слове звук У выступает твердым. Следующее слово сюрет, рисунок. Первый слог Су, второй слог Рет. Буква И. Звук Е у нас мягкая, поэтому здесь звук У выступает мягким. Сюрет. Бару, пойти. Точно так же звук А у нас твердое, гласное, У, бару, здесь тоже выступает, оно у нас твердым. Келю, прийти. Звук Е у нас мягкое, значит следующий слог Лу, У здесь выступает у нас тоже мягким. Теперь примеры со звуком И. Қиын, трудный. Қиын, значит буква, звук у нас здесь твердая, и здесь звук И выступает тоже твердым. Киен, одевайся. У нас звук мягкая, поэтому И тоже выступает здесь мягким. Циен, белка. Здесь точно так же звук выступает мягким, является, то есть мягким, и выступает тогда тоже с мягким. Циен. Буква, звук выступает у нас твердая, поэтому И здесь выступает мягким. Копейка, циен. Давайте вместе со мной сделаем это упражнение. Здесь такие слова. Әдемі, красивый, кітап, книга, қалам, ручка, отан, родина, көйлек, платье, рубашка, қазір, сейчас, жүрек, сердце, мұғалім, учитель, жұмыс, работа. Здесь у нас три столбика. Давайте будем рассматривать, будем каждое слово смотреть
какой здесь гласный звук, твердый или мягкий. И будем по этим столбикам их распределять. Значит, первое слово у нас әдемі, красивый. Смотрим гласные звуки, они у нас мягкие или твердые. Слово әдемі мы ставим в первый столбик, потому что здесь все гласные звуки, они мягкие. Следующее слово это кітап. Обратите внимание, первый слог к, второй слог к, тап. Думаем, куда мы его поставим, в первый, второй или третий столбик. Слово ктаб у нас будет в третьем столбике, так как мы видим, что первый слог у нас к, там звук она мягкая, во втором слоге звук она у нас твердая, значит здесь смешанные звуки. Такое встречается в казахском языке в заимствованных словах из других языков. Следующее слово у нас калам. Думаем, и какой столбик мы его поставим. Слово калам будет во втором столбике, потому что здесь все гласные звуки, они у нас твердые. Следующее слово отан. Тоже обращаем внимание на гласные звуки. Они у нас твердые или мягкие. Слово отан тоже будет во втором столбике, потому что мы видим здесь, что звук о и они являются у нас твердыми. Следующее слово көйлек. Смотрим на гласные звуки, твердые они или мягкие. Слово көйлек у нас будет в первом столбике, потому что здесь в звук и звук е, они у нас мягкие. Следующее слово казыр. Тоже смотрим первый слог и второй слог, твердый или мягкий. Слово казыр у нас будет в третьем столбике, потому что первый слог к, звук у нас она твердая, зыр, звук у нас будет мягкая. Здесь смешанные звуки. Следующее слово жүрек. Обращаем внимание на гласные звуки, мягкие они или твердые. Слово жүрек это у нас будет в первом столбике, так как звук в и звук е у нас являются мягкими звуками. Следующее слово это мұғалім. Обращаем внимание на гласные звуки. Слово мұғалім будет у нас в третьем столбике, потому что звук о и звук у нас являются твердыми, а в последнем слоге звук является у нас мягким, поэтому здесь смешанные звуки. Следующее слово жұмыс. Обращаем внимание на гласные звуки в слове жұмыс. Слово жұмыс у нас будет во втором столбике, потому что звук о и звук являются у нас твердыми звуками. А также хотела сказать вам, что очень важно знать наизусть эти гласные звуки, твердые и мягкие, потому что в будущем, когда мы будем проходить дальше грамматику казахского языка, это всегда будет встречаться, поэтому вы можете дома тренироваться, взять любой текст на казахском языке и распределить, сделать 3 столбика и вот так писать. Первый столбик это мягкие, второй столбик твердые, третий столбик смешанные звуки казахского языка. И таким образом вы можете запомнить их, потому что это очень важно в дальнейшем изучении казахского языка. Звук У. В казахском языке звук У может быть и гласным, и согласным. Например, су. Перед звуком У стоит согласный звук С. В таких случаях У выступает гласным звуком. Слово ахку. Перед звуком У стоит согласный звук Х. Здесь У выступает тоже гласным. Значит, если перед звуком У и после звука У стоит согласные звуки, он выступает гласным. Следующее слово тау. Перед звуком У стоит гласный звук поэтому
Здесь звук У будет согласным. Вакат. После звука У стоит буква А, гласный. В таких случаях У выступает согласным. Надеюсь, вам понятно. Буквы Ю и Я в казахском языке используются не только в заимствованных словах, но и в казахских словах. Буквы Ю и Я тоже означают два звука. Например, и краткий плюс А – это Я. В таких словах, например, таяк – палка, трост, аяк – нога. И краткий плюс У – Ю, аю – медведь, ою – казахский орнамент. Ую – өрнек.